Сегодня нас окружают компьютеры, электронно-цифровые пульты управления звуком, светом, машинерией. А когда-то здесь стояло аналоговое оборудование и приходилось многое делать вручную. Сегодня в проекте «Живая история» труженики невидимого фронта, от которых зависит многое. Здравствуйте, Вадим Фаритович. Здравствуйте. Как ваши дела, как ваше настроение? Все хорошо, все отлично. Отлично. Как вы оказались во Дворце культуры и вы помните ли свой первый рабочий день? Ну, во Дворце культуры я оказался, честно сказать, по знакомству. У меня во дворе, я вырос в этом районе, и у меня во дворе живет товарищ, и у него мама работала администратором ГКЗ, а он когда-то работал монтировщиком. И вот он уволился и предложил мне на его место встать. Я пришел, первый раз у меня, получается, комом вышел, потому что я пришел знакомиться 3 января 1994 года. Захожу я на сцену, тут темно, все, артисты бегают, актеры, свет моргает, музыка играет. И один актер, злодей такой, он нет. На меня, как говорится, там, что ты пришел сюда? Почему посторонний на сцене? Ну, я расстроился, такой, думаю, ничего себе, встречают меня. Сел, посидел там, с пожарниками поговорил. Они говорят, не переживай, все нормально. Вот придет человек, сейчас новогодний утренник закончится, и он спустится с галерок. На галерке это наверху. И новогодний утренник закончился, я встретился с этим человеком. Его зовут Вадим Волков, с которым мы до сих пор еще работаем. Да. И вот с ним договорились, и 5 января я пришел, уже написал заявление монтировщиком сцены. Мне было 19 лет. 19 лет. И сколько вы здесь работаете? Ну, с 94 года уже 27. Скоро юбилей. Скоро юбилей. Да. И вы раньше играли в Народном театре. И значит ли это, что вы свою карьеру начали с профессии актера или нет? Это немного не так. Мы, монтировщики сцены во всех театрах, в основном, монтировщики сцены, они участвуют в спектаклях, в массовках там. У нас, как говорится, роли без слов. Вот такие были. Массовки, где-то там драки, где-то просто выходили, перемещали декорации, одевали костюмы, там нас гримировали, все это нормально. И вот, это чисто массовка была, без слов. Самое значимое событие в период работы в ГКЗ? Самое значимое событие, это, наверное, то, что я с женой здесь познакомился. Да. Она тоже здесь работает? Она работала художником. И у нас было мероприятие, юбилей Кировского района. И они на сцене работали, разукрашивали там. У нас был большой торт, типа торта, и они вот разукрашивали там все это. И мы пришли на сцену, и смотрю, она и как-то так вот потихоньку. И мы с ней поженились. А так, любое событие значимое для меня во дворце. А бывало ли такое, что вы заставляли себя идти на работу? Не знаю. Такого, конечно, может и был, я даже и не вспомню. Но в основном на работу идешь как на праздник. Это здорово. Все равно это второй дом. Что изменилось со времен ДК «Нефтяник»? Именно в техническом плане? Изменилась полностью вся механика сцены. У нас сейчас появился пульт, где можно прописать вплоть до сантиметра, насколько опускается штанкет у нас подъемник, насколько круг поворачивается, на сколько градусов.
И в этом плане намного удобнее стало. А раньше было просто тумблеры нажимали, опускали. Вы, получается, работаете со времен Петра Шейна. Как он руководил? Каким он был директором? Как вы его запомнили? Ну, директор он был, конечно, неоднозначный. Где-то и пряник, где-то и кнут. Но в основном он в моей жизни, Петр Александрович Шейн, он большой, как говорится, вклад в мою судьбу, в мою жизнь. Конечно, он сильно повлиял на меня и помог в какой-то степени даже. А у вас случались форс-мажоры? И как вы выходили из таких ситуаций? Форс-мажоры были. Это неожиданно срабатывала пожарная система. И всю сцену заливала просто. Вместе с декорацией, вместе с кулисами. Это во время концерта? Один раз было это перед спектаклем Шейнского. Только я не вспомню, как он назывался. Но прям буквально мероприятие, спектакль сам в 7 часов. И буквально где-то часа в 3-4 срабатывает пожарная система, все заливает, вся сцена мокрая. И тут все прибегают и начинают все отмывать. И вечером спектакль. Успели? Успели. Все было здорово. Какие еще интересные моменты происходили во время работы? Ну, в нашей работе каждый раз интересные моменты. Бывало, Самые вот интересные. да, бывало по несколько мероприятий в день. И с утра, допустим, одно мероприятие, потом нужно быстро-быстро поменять там декорации, станки убрать или наоборот поставить. И начинается уже вечером другое мероприятие. Но бывало и такое, что несколько раз мы и ночью оставались, и ночами работали, и потом с утра опять на работе. Вот. Работа, конечно, такая интересная, ну, и бывает сложная. Вадим Фаритович, каковы ваши пожелания в юбилейном году коллективу ГКЗ «Башкортостан»? Ну, я хочу пожелать, конечно, коллективу ГКЗ «Башкортостан» побольше единства, побольше всем взаимопонимания, сил и творческих успехов. Здравствуйте, Ольга Александровна. Как ваши дела, как настрой? Ну, дела нормально идут, спасибо большое, настрой прекрасный. Как вы оказались в ДК «Нефтяник»? Вы помните свой первый рабочий день? Да, конечно, помню. Как я оказалась, ну, я уволилась из своей прошлой работы, и пока сидела дома, мама мне сказала: вот открывается дворец культуры нефтяников, может быть, ты пойдешь, посмотришь, там вроде бы девочек набирают, контролеров. Я говорю: ну ладно, схожу. Я пришла. Ну, меня направили сразу к Петру Александровичу Шейну. Я к нему поднялась, говорю: здравствуйте, я хочу к вам устроиться контролером. Он так посмотрел, говорит: ну, это же работа не очень простая, там же нужно улыбаться. Я говорю: ну, вы почему думаете, что я улыбаться не умею? В общем, я ушла, не захотела он меня брать. Потом через какое-то время, ну, прошло полмесяца где-то, я еще сидела дома, ну, уже сидеть невозможно. Думаю, пойду-ка я еще раз, потому что мне хотелось все-таки именно работать в культурном учреждении. Вот. Я снова прихожу, но я уже схитрила, написала сразу заявление. Написала заявление, прихожу, говорю: здравствуйте, Петр Александрович. Он так посмотрел на меня, говорит: у меня что-то лицо ваше знакомое. Я говорю: ну, конечно, знакомое. Я же, говорю, полмесяца назад приходила, вы меня не взяли. Что, снова не возьмете? Он такой: ну, почему? Вы же уже заявление написали, возьму, конечно. Я говорю: ну, хорошо, спасибо. Ну, в общем, все, меня взяли, но это был испытательный срок. Там раньше же всегда 3 месяца испытательный срок был. Ну вот. Я поработала где-то здесь
около 3 месяцев. Ну, в это время нас сюда приходил из башкирской драмы художник по свету Олег Борисович Войневич. И вот он, видимо, меня присмотрел там, что ли. Нас просили здесь всегда мыть софиты. Тут у нас было 6 софитов огромных, их опускали. Там были фильтры такие стеклянные, с такими стеклышками. Специально они были нарезаны, чтобы не треснуло стекло, потому что цельное стекло делать нельзя, иначе оно лопнет, треснет. Вот. И вот мы это все намывали. Ну и вот он, видимо, присмотрелся ко мне и как-то вызывает меня замдиректора Николай Александрович Асеев и говорит: Оля, а ты не хотела бы поработать осветителем? Я говорю: что, софиты, что ли, мыть? Он говорит: ну почему, это же такая, говорит, работа творческая, интересная. Я говорю: ну, я не знаю, надо же посмотреть. И вот мой бывший еще до Владимира Владимировича Алексеева начальник Роман Махмутьянов позвал меня в старт 120. Комната, я захожу, там стоит этот старт 120, огромнейший пульт. У меня же дыхание сперло, думаю: о, мама дорогая, как я на нем буду работать? Ну, я говорю: ой, я подумаю. Потом, значит, я подумала. Я говорю: ладно, я согласна, думаю, ну, все-таки это интереснее работы. Ну и начала работать. И буквально уже где-то через 3 месяца у нас же здесь есть театр. Он сейчас народный театр, 3-е поколение имени Петра Александровича Шейна. Вот. Они как раз в то время снимали, репетировали этот спектакль, 3-е поколение. Ну и вот, это был мой самый первый спектакль, где меня всему обучил, кстати, вот свету, все как работать за пультом, все. Олег Борисович Войневич, вот как раз этот самый художник по свету. Вот. И как раз перед самым началом спектакля его нет и нет, нет и нет, нет и нет. Петр Саныч звонит 5 минут до начала спектакля. Оля, Войневич пришел. Я говорю: Петр Саныч, никого нет, я боюсь. Он говорит: так, не бойся. И все, начался спектакль, а он был сложнейший. Там было все в точках, и это нужно было все. А пульт аналоговый, ручки, нужно, там было всего 4 программы. На каждой, там, значит, переключатели стояли латтеры, это лабораторные автотрансформаторы, которые переключали с программы на программу. Это нужно было на 4 программах сразу набирать свет, партитура световая, ты смотришь бумажку, набираешь, сцена прошла, ты убираешь, все набираешь по новой. И еще стояли эти нерегулируемые у нас пульты, НРы, да. И там нужно было щелкать еще. И я думала: все. Это был кошмар просто какой-то. Я просто дрожала. Но когда закончился спектакль, я выхожу, а Войневич сидит вот здесь на последнем ряду. И я говорю: Олег Борисович, вы что, здесь были? Он говорит: да, я здесь был. Молодец, ты не сделала ни одной ошибки. Я: ну как это так? Так же нельзя, говорю, делать. Он говорит: а как еще? Я говорю: вы бросили меня под танки. Он говорит: только так можно чему-то научиться. Ну и вот с этого началась моя работа. Можно сказать, через 3 месяца я уже проводила вот этот сложный спектакль. Ну, вот так вот я и пришла. Так началась моя трудовая деятельность. А у вас были, кроме этого, такие же форс-мажорные моменты, и как вы из этого выходили? Еще был один форс-мажор. Это когда к нам приехали артисты из Пакистана. И в этот день я была одна, даже Ромы не было, моего начальника. Я думаю, что делать? Во-первых, там язык, нужно знать хотя бы английский. Вот. Что я делаю? А у меня сестренка моя Вера, она училась как раз в БГУ на романо-германской филологии и изучала английский язык. Я ей звоню, говорю: Вера, давай вручай. Она, значит, пришла, помогала мне здесь все. У нас раньше вот эти порталы, они также висят сейчас. Вот я давай лазить на нем. Она мне подавала ручки с пульта. Я все это направляла, делала этот цвет.
А там пришел такой дядя в белых одеждах такой, сел вот так нога на ногу положил и давай что-то говорить на английском. Я говорю, Вера, переводи. Ну, в общем, мы кое-как справились. Потом он кричит, мало света, мало света. Я думаю, ну что делать, у меня уже весь свет дан. Я там что-то делаю ручками, ничего не даю, просто их двигаю. Он говорит, о, хорошо, вот сейчас нормально, вот сейчас, это как обычно бывает. Вот, сделала, значит, провели этот спектакль. Он даже, представляете, подарил нам сандаловые бусы и малахитовую маленькую такую шкатулочку, да. Вот, ему очень понравилось, он сказал большое спасибо. Потом даже подходили ко мне, те, кто смотрел этот концерт, говорили, ой, это там что-то сделала, там у тебя такие облака что-то плавали, еще что-то. Я говорю, да, серьезно? Я говорю, ничего такого не делала. Но люди там что-то увидели. Ну, из того, что раньше было нормально сделано. И, видимо, людям понравилось. Ну, и ему тоже понравилось. Раз даже мы получили кое-какие подарочки. Ну, в общем, вот так вот. Тоже было очень сложно, конечно, когда ты совсем одна. Сейчас-то нас очень много. А тогда я была одна, и это было... А как вы готовили цветовые картины? Какие нюансы были? Может, какие-то сложности свои? Да, особо не было сложностей. Ну как, раньше, это сейчас вот уже можно любой цвет поставить на фонарь. Типа автоматически там мальчишки переключают. А раньше это было очень, ну как, ну было это интересно. Допустим, направляли свет, ставили туда фильтры, куда, ну в общем, если нужно было, особенно вот на утреннике. Там же сказка, вот мы кругом делали этот цвет. Все делали сами. У нас вот был выносной софит, там вообще стояли такие немецкие прожектора. И чтобы поменять лампу в этом прожекторе, нужно было разобрать вообще его весь, этот прожектор. Вот. Но было интересно работать. И на сцене мы все ставили. Вот сейчас все висит по верхам, а раньше мы все на планшет ставили. И прожектора, и прострелы. Вот эти вот сейчас башни висят у нас, а раньше такого не было. Было только 3 плана прострельных, и все. Ну, в общем, я не скажу, что прям было очень трудно. Трудно было, конечно, на репетициях, вот, допустим, на тех же спектаклях. Это было очень долго. Приходилось очень долго сидеть за пультом. Он был не очень удобный, он был вот такой огромный, прям на нем иногда приходилось лежать. Да. Но он был большой, приходилось с этой стороны на другую сторону бегать. Все это переключать, единственное, вот это была трудность, вот, когда был этот пульт. Но я его так любила, когда его убирали, представляете, я даже плакала. Мне было его так жалко. Потом уже поставили компьютерный пульт Ягуар. Но с Ягуаром, с компьютерами я дружу не очень, поэтому как раз когда убирали мой пульт любимый, в это время пришел Дима Суслов, и вот он мне помогал тоже разбираться с этим Ягуаром. Мы вместе, я его учила, как со светом, как направлять там все, а он меня обучал вот этим компьютерным делам. Ну и еще очень долго я работала за этим пультом. Ну, потом дополнительно еще у нас появился, кроме этого пульта, появился еще компьютер, уже головы повесили, это движущиеся. Вот. И мальчик у нас работал там, который управлял этими головами. Я проработала за пультом очень долго, где-то лет 25 это точно. И немножко, конечно, уже подустала. Потом пришло очень много молодых мальчиков. И я так подумала, думаю, ну, наверное, надо место уступить. Уступила место и пошла работать на пушку. Ну, там, с одной стороны, полегче, конечно, не нужно сидеть целый день, там, строить вот эти программы, все. С другой стороны, там, конечно, децибелы дают о себе знать, но ничего, я справляюсь, вставляю беруши, и нормально. Правда, немножечко не за, там такая вибрация идет. Ничего, я привыкаю. После второй песни уже все нормально. Между концертами
того времени и современными концертами есть различия, отличия именно по световой части? Ну, конечно, есть. Даже уже, как говорится, раньше же было все по-другому, не было вот этих движущихся всех. Но у нас были такие большие 3-киловаттные прожектора, на которые ставились приставки, подключались к прожектору, и там были тучи, крутились, там вот всякие кругляшки, всякий серпантин. Было, кстати, тоже очень красиво, нам очень нравилось. Вот. А сейчас же это все делается от такие, сейчас же уже у нас интеллектуальные прожектора. Там на них можно узнать, и сколько лампа уже, когда ее менять нужно, сколько у нее ресурс и прочее. Вот. А раньше этого было, ничего не было. Но я так скажу, что для меня раньше интереснее было работать. Почему? Ну, не знаю, потому что мы больше всего этого делали. Как-то, когда я была за пультом, я обдумывала, что, как, куда, чего. И художник по свету, конечно, помогал. Но было интереснее. Были у нас такие люди, главный художник Борис Яковлевич Дорик. Он очень известный, он художник, он и певец прекрасный. Потом он ушел в оперный театр работать. Вот, мы потом к нему ходили в гости на концерт «Французский балет». Я считаю, что раньше было намного интереснее. Лично для меня сейчас, конечно, я за пультом не работаю, может быть, было бы тоже интересно. Все это мальчишки вот же там все сидят, там по полдня там строят все эти программы, пишут. Им, наверное, это интересно. А мне интересно вообще все это вот творчество, концерты. Сколько чего только мы не пересмотрели. Раньше же, когда мы начинали, к нам же приезжали гастроли. По 3 месяца у нас здесь были гастроли. Театр Советской Армии, Ташкентский театр прекрасный, русской драмы. Причем Ташкентский театр, они привозили сюда такой шикарный спектакль «Полет над гнездом кукушки». Тут залы, тут было бесполезно говорить, что не сидите в проходах, что-то. Это было битком набито. Вы даже не представляете это. Ой, после этого спектакля я ходила на этот фильм, и я так посмотрела этот фильм, Джек Николсон, ну и что, ну как-то меня это вообще не задело. Что тут творили они, это было. И самое интересное, мы устраивались и подрабатывали там. Они нас брали на месяц, мы работали с ними. Ну также вот нас на пушечку посылали, там что-то лампы поменять, то да сё. И мы получали денежку, еще они нам платили. Здесь зарплатку, там. Было очень даже неплохо. Так что было очень интересно. Я пересмотрела за свою жизнь, что только я не пересмотрела. И оперет, и всякие театры. Рижский театр приезжал, русской драмы. Он так нам сначала не понравился. Мы же привыкли, у нас же Петр Александрович делал спектакли. У него же такие массивные декорации, все движется. А у них была одна такая решетка, движущаяся на колесиках на 4. И вот они с этой решеткой что только не творили. Это мы потом поняли, что это круто. А они с этой решеткой творили такое. Это был вообще тоже замечательный театр. В общем, впечатление у меня вот то, что раньше было, да, остались, конечно, на всю жизнь. Это было интересно. Ларисой Голубкиной мы как бы познакомились, потому что ее подруга Татьяна, она работала как раз на старте, за пультом. И вот она приходила там к нам, рассказывала про Миронова. Это же ее муж. Вот. Так что очень много интересного было в жизни. Ваши пожелания коллективу ККЗ Башкортостан? Ну что я могу пожелать нашему коллективу? Процветания, побольше прекрасных концертов. И, конечно, всем работникам здоровья, огромного здоровья в наше нелегкое время.